Алиев держал их в плену 10 дней. По показаниям свидетелей на суде, через несколько месяцев после похищения Рахат держал пленников под воздействием психотропного препарата персен, который сам им вкалывал. Он же по образованию был медиком. И кроме того, очевидцы рассказывали о чудовищных издевательствах над пленниками, о которых говорить просто невозможно. Выяснилось также, что Темралиева и Хасенова все эти дни возили по разным местам, таким образом похитители типа конспирировались. Так несколько дней их продержали на территории питомника, где содержались собаки, а после того, как их вывезли в другое место, сотрудники питомника постелили собакам эти матрасы, на которых они лежали. А вот когда приехал Рахат и узнал, что матрасы постелили собакам, он впал в истерику, стал на всех орать, что теперь собаки завшивеют, и приказал немедленно матрасы сжечь. Кинолог-свидетель на суде говорил, что Рахат Мухтарович вел себя неадекватно. Сначала кричал, а потом вдруг стал что-то бормотать себе под нос и долго ходил по территории отрешенно. А вот такое поведение, наверное, правильно могли бы оценить психологи. Но вот этот случай явно говорит о том, что Алиев похитил банкиров не из-за того, чтобы что-то из них выбить, а из чувства вымещения своей неуемной злобы. И вот такими признаками обычно страдают садисты.